umma.ru. Достоверно об исламе. Вот у нас есть 24 часа в сутки. Каждый день мы получаем определенный ресурс. Мозговой энергии, сил, возможности выспаться, возможности покушать, возможности двигаться, связи, знания, движения и так далее. Вот он, ресурс. Каждый день мы это получаем. Каждый из вас ежедневно получает на многие сотни миллионов долларов возможности. Согласен, многие из вас сказали: да нет, я там водителем работаю, 30 тысяч рублей получаю, мне бы там дом построить, еще что-то. Так, это пусть он сам с своими 30 тысячами вместе живет. И я говорю о том, что каждому человеку Всевышний дает громадные возможности. И весь вопрос в чем? Да ну это вы все должны были сказать и хором. Умение правильно воспользоваться? Нет. Еще больший вопрос. Цель. Еще больший вопрос. Как на днях один мой родственник, достаточно молодой, по-моему, не было еще 50. Просто за ужином резко у него поднялась голова, и он умер. Просто умер, и все. Самое интересное в жизни и самое, мне кажется, такое важное, да, «Фаюнаббиукум бима кунтум та'малун». В судный день Он, Всевышний Творец, вам объявит о том, что вы делали здесь, находясь. Не только то, что вы в пятницу пришли на эти час или два, а вы что делали от пятницы к пятнице. Не то, что вы очередной намаз почитали, а то, что вы делали между намазами. Не то, что вы очередной пост продержали, а что вы между постами в течение 11 месяцев делали. Вот что самый большой вопрос. Обычно особо напрягаться человеку не хочется. Чего-то делать, о чем-то серьезно задумываться. И мы просто себя очередной раз успокаиваем, что очередной намаз прочитали, уже хорошо. Ну, в аду, по крайней мере, вечно гореть точно не будем. Даст Бог, иншаллах, да? Но все-таки мне, по крайней мере, жизнь интересна в контексте того, что в любой момент человек может умереть, в данном случае я, да, то есть им не важно, вот я за отведенное мне время успел сделать то, что мне нужно было сделать, да, мое тело, моя семья, дети, там, их воспитание, там, моя вера, моя работа и так далее. И вот, ну, как мне кажется, в этом вопросе я так достаточно так приземленно и ежедневно стараюсь двигаться, и, безусловно, если кто-то из вас старается тоже так двигаться, то периодически мы сталкиваемся с чем? Ну, вы представьте себе, когда вы стараетесь двигаться, и периодически вы сталкиваетесь с чем? Ну да, то, что вас напрягает. Самое разное. Тут самые разные вопросы по самым разным направлениям, которые вас напрягают. Это очень хорошее что? Проверка для вашего нутра. Вы сейчас психовать начнете, или вы будете так же спокойны, будете искать решения и так далее. Так вот в контексте того, чтобы мы не раздували, не говорили о том, что вот это, то, другое, а почувствовали всю бесконечность того, что сотворено Творцом, почувствовали. И даже будет интересно почувствовать вот наши маленькие мизерные дела, нашу маленькую мизерную жизнь, которая вообще даже во всем этом огромном вообще даже незаметна. Мы думаем, что она такая важная. Она совсем-совсем незаметна, но в то же время в контексте судного дня она очень-очень важна. Так вот, огромность, бесконечность сотворенного Творцом. Хадис. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. Достоверный хадис. Сегодня хадис Абу Дауда, сахих. Ну прямо он...
Перевод, ну понимаете, ну такой перевод. То есть вот здесь вы сейчас попробуйте почувствовать, какой у вас размах души и мысли. Я вам переведу. В хадисе сказано: «Удина ли ану хадиса малак». Заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: разрешено мне было, там именно удина, разрешено мне было рассказать вам о той группе ангелов, которые несут трон Божий. Разрешено мне было рассказать вам о той группе ангелов, которые несут трон Божий. Маликатуль арш. Хамалитуль арш. Ну, конечно, у нас обычно трон, там, нужно на нем сидеть, чего-то там. Есть специальное пояснение. Такое творение всемилостивого Господа, как трон, не является тем, на чем восседают, а именно так люди себе его представляют, читая подстрочные переводы с арабского. Он также не имеет ничего общего с царским троном. Что такое трон, арш? Какой у него размер? Больше всех, нет, мы представить не можем, больше всех галактик вместе взят. То есть не то, чтобы наша галактика, вообще все, 7 небес, все возможные, все галактики, до которых только сможет человечество дотянуться со всеми своими техническим прогрессом, вот это все, трон больше всего этого. Трон еще больше всего этого. Так вот, в хадисе сказано: разрешено мне было рассказать вам о той группе ангелов, которые несут трон Божий. Между мочкой уха, представили? Ну, в нашем понимании говорится, да, вот у нас есть мочка уха. Между мочкой уха и плечом одного из таких ангелов, ну вот там, у нас, например, там 15 сантиметров, да, 20 сантиметров. Ну, долго идти от мочки уха до плеча. Долго идти? Вообще, вот. Между мочкой уха и плечом одного из таких ангелов расстояние 700 лет пути. Пояснение. Это расстояние вы, люди, сможете одолеть лишь за такой период 700 лет пути. Поясняю я здесь. Призадумайтесь. Этот ангел лишь одна из единиц бесчетного числа Божьих творений. И потому представление о вечном, а тем более о Господе миров, представление, Творце всего сущего, не старайтесь уместить в своей очень совершенной, но все же ограниченной голове, очень совершенном, но все же очень ограниченном разуме. У нас же на сегодняшний день там интернет, там Аллах, не Аллах это, а вот он там или где, а вот он как, а вот что, вот чего там. Да ты мне покажи, где Бог, там я тогда уверую, там еще что-то. Это всего лишь один из этих ангелов. Если нам это расстояние дадут, то нам 700 лет пути. Что, дойдете, нет? А самому Бугатти, да, там, 1000 лошадиных сил. Все, доеду в один счет. Да, в 2 счета. Таких расстояний на Земле-то нет, господа. Да. 700 лет пути, лет. Это всего лишь у него от мочки уха до плеча. Маленькое расстояние. Вы представьте, как громаден этот один ангел. В Коране есть аят, где упоминаются эти ангелы. Я специально здесь комментарий к этому хадису поставил эти аяты. Я вам зачитаю их сразу, они коротенькие, а потом зачитаю весь перевод. В общем, там идет этот блок аятов с 13 по 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Вот как раз. Когда будет конец света, этот трон будет нести. Вы слышали, какой громадный этот ангел, да? Будут 8 таких ангелов нести этот трон. Ну, почему нести? Потому что тут свое будет пояснение сейчас. Потому что ничего просто не станет. Хоп, и все. То есть, ну, это же должно как-то на чем-то. То есть, вот يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Вот как раз вот этот блок аятов я взял из этой суры. В контексте того ангела. Зачитаю сразу перевод, чтобы у нас по времени, у нас потом второй еще хадис, вторая тема очень сложная. В Священном Коране сказано, когда, здесь с квадратными скобками читаю, пояснительными, когда в назначенный час протрубят в горн с большой, 1 раз, навха, землю и горы понесет. Они придут в активное движение, станут разрушаться и превратятся в итоге в ровное место. Здесь еще один аят в сноске поясняется. И раскрошатся горы настолько, что превратятся в рассеянную, легко уносимую ветром пыль. Это 56-я сура, 6-й аят. Так вот, землю горы понесет. Планета Земля станет абсолютно иной, все кардинально изменится. Тогда вот, когда протрубят в горн, тогда в тот день наступит изначально определенное Богом событие. День всеобщего воскрешения. Поясни. Конец света, ознаменованы полным разрушением планеты Земля и всего космического пространства, завершится всеобщим воскрешением. То есть не только Земля, вообще полностью все космическое пространство. Небо во время конца света растрескается, и в тот день оно будет слабым, беспомощным. Космос потеряет свою монолитную мощь и превратится в нечто абсолютно иное. По всем его, небо, краям, по всем сторонам открывшегося, преображенного космоса, то есть не только Земля, все космические пространства полностью разрушатся. Все небо растрескается, все. Все это преобразится кардинально. По всем его небу, краям, по всем сторонам открывшегося, преображенного космоса будут находиться ангелы. В тот день трон Господа твоего, являющийся по своим размерам больше всех 7 небес, всех космических пространств, он еще больше всего этого, будут нести 8 ангелов. Как раз один из них пояснялся в хадисе. Да? 700 лет пути от мочки до его плеча. 700 лет. Мы с вами живем-то сколько, посчитать? 700 лет пути. Дальше продолжается аят. В тот день вы, люди и джинны, восстановленные из праха или даже и молекул, предстанете на необъятной для вас площади суда, и ни один секрет не сможете утаить.
Ни земных секретов вам, ни тайн, все станет явным и очевидным. Кто получит книгу свою, личное дело его земных дел, справа в правую руку, тот воскликнет от радости. Кто хочет, берите, читайте мою книгу, посмотрите на нее, она прекрасна. Поистине я думал, что мне придется отвечать за грехи, но Господь простил мне их. Ему уготована та жизнь, которой будет доволен. Он окажется в высоких садах райской обители. Сорванные с райских деревьев плоды будут невероятно близки и доступны на любой вкус. Я вчера как раз перечитывал эти аяты. Вообще классно. Послышится: ешьте, пейте на здоровье. Все это проявление Божьей милости к вам и за то, что было совершено вами в давно минувшие дни в земной обители. Поэтому я говорю, то есть важно приземлиться и понять, что мы должны сделать. И когда мы взяли на себя ту или иную обязанность сделать, то будет определенно сложно довести дело до конца. Но нужно довести дело до конца. И даже если сложно, да, вчера я там в темноте резко, там этого не должно было быть, резко наклонился, конкретный удар, и даже аж до крови пробился вверху. И мне хорошо было, и когда я на себя посмотрел, вот в это мгновение, когда тум, а ты доволен? Вау, как мне хорошо было, что я вообще даже не напрягся внутри. Доволен даже вообще, то есть вот полностью доволен. То есть вот уже чувствуется, хоть чуть-чуть растем. То есть как бы нас что ни напрягало, этого напряжения не должно быть. Да? То есть по факту душа должна быть спокойной. Так вот, здесь как раз идет то, что они это получат за совершенные минувшие дни земной обители. Те же, кто получит книгу свое личное дело ее земных дел слева, в левую руку, хафзаллаху аякум, не дай Всевышний кому-либо, тот удрученно скажет: лучше бы я не получал этой книги. Если б не знал, что значит отвечать пред Богом. То есть хорошо было бы мне не знать об этом, да? Что значит отвечать пред Богом за дела земные. Ох, если б смертью все и закончилось, прям в аяте идет. Хорошо было бы, если смертью все и закончилось. Без воскрешения и какого-либо продолжения. Дальше в аятах идет: богатство мое, которое столько лет накапливало, мне не помогло. Власть моя, возможность на что-то и как-то влиять, ушла в небытие, покинула меня навсегда. То есть дела, результат. Не процесс, результат. Да, намерение, мы с вами цитировали хадис, очень важно. Процесс тоже важен, но результат. Послышится: хватайте его, там мощные такие аяты, хватайте его и надевайте оковы на шею и на руки, поясняется. Затем ведите его, печься в ад. Но это еще далеко не все. После упутайте его металлической цепью, которая пройдет через разные части тела и серьезно ограничит возможность двигаться. Длина ее 70 локтей. За что ему такие невыносимые мучения? Поистине он, имея десятилетия земной жизни для раздумий и осознания, не уверовал в Аллаха, Бога Господа Великого, проявление величия которого было во всем, что окружало его изо дня в день. Он не то чтобы сам не желал накормить, а даже не побуждал другого словом или делом накормить нищего. Сегодня здесь у него, оказавшегося в аду, нет хорошего друга, который хоть как-то смог бы облегчить его участь. Не будет сегодня у него еды, кроме как кровавого гноя, стекающего с израненных тел обитателей ада. И едят это лишь грешники, то есть такой едой питаются. Это 69 сура, 13-37 аяты. Кратенько, в контексте огромности тех ангелов, которые несут трон Божий. И, конечно, у всех, когда этот масштаб человек включает, он понимает, что более спокойно ко всему начинает относиться раз, но, безусловно, не то чтобы некий такой включается безразличие, именно ответственность, она не выключается. Ответственность в контексте того, что жизнь скоротечна, быстротечна, и весь вопрос того, что ты взял на себя, какую ответственность и довел ли эту ответственность до конца. По крайней мере,
тех ресурсах, которые в контексте или в размерах тех ресурсов, которые имела, временные, энергетические, финансовые и так далее.